спявайте со мною. Это Георгий! Это Георгий! А в 2008 как? Так и вот до сих пор. Привітання! Это черговый выпуск Знаем. «Подобайка». Так. Привет! Добрый день, Привітання. вечер. Сёння мы з вами і упершыню ў гэтым выпуску будзе удзельнічаць Саша. Упершыню не толькі ў гэтым выпуску, але и на гэтым канале. YouTube-канал Подобайка, ну, собственно, понятно. Если вы еще не знаете, что такое подобайка, то подобайка Выглядит вот так, да. И если ваша подобайка еще, да, не стоит под этим роликом, то вы в процессе можете поставить. Ксения, мы сегодня... Каманда, это вельмі класна, бо вось гэта ўсе балы, хто там больше, хто Батлы, меньше, это батлы, это все, это уже прошлый век. А я не ведаю, что будет. Что сегодня будет? А я тоже. Мы опять сегодня погрузимся в недра белорусской культуры. Я уверен, что-то новое сегодня интересно узнаем. А может быть, и расскажем что-то вам. Может быть, вспомним. Сёння мы узгадаем падзеі Беларусі 2007 года. Первые санкции? Про это будет вопрос? У 17 год я был в 10 классе. У первый раз взял гитару в руки. А я уже с концертами ездила. Красава. Хто прадстаўляў Беларусь на конкурсе Еўрабачанне 2007? Полина Смолова, Дмитрий Колдун, Анжелика Гурбаш, Руслан Олехно. Подожди, 7-й? Так. Александр и Константин первыми были. Это какой год? 2003, мне кажется, с Олей Сатюк. Потом думаю, что Смолова, Четвертый. Колдун, не. Першими были Александр и Константин, это 4-й. Так. А у 5-м Агурбаш была другой. А Подожди, у 7-й, 5-й был у Киеве, и была победа Кваліна? была Елена Папарызу, это Греция. Тому у 6-м году у Греции была, мне подается, Полина. Смолова пела «Мама, мама». Я уже по годах не, но думаю, ось по Думаешь, черговости. а Лихно, мне кажется, был в каком-нибудь 2009-м. Ну так. Алехно был, мне подается, у 8-м. Короче, Колдун. А мне казалось, Колдун в 2006-м. Ты упевнений? А 2007 это по Колдун был, нет? 2007. Да, он же реально, «Дай мне Четвертое. силу, я отвори любые отворю двери». любые». Да. Зараз высветлім ці Колдун, ці Смолова. Памятаеш стейдж, у якім яны былі? Так, такая Полина была, там такая длинная сцена была, такая продолговатая, крыху небыто, с экранами. Лина Смолова там что-то не очень успешно выступила. Но она мне тогда нравилась, эта певица, кстати, если что. Ну, ее Что-то- голос. Глядзі, у 6-м быў Білан і былі Лордзі, так? А, ну, тады і ў гэтай сёмым. сцэне была Смолова, а Колдун у наступным. Ну, значит, Колдун. Ну, окей. Колдун. Мы скажем, что это Дмитрий Колдун. Да, в 2007 году. четвертое место. Не 4-е, 7-е, подается, 7-е было место. Ну ладно, мы, наверное, поступим как большинство. Колдун. Да, и выберем колдуна, скорее всего. Я даже ставлю ставку 100-1, как говорится, что этот вариант будет самый популярный. Прадстаўніком Беларусі на Еўрабачанні ў 2007 годзе быў Дмітрий Колдун. На дадзены момант яго 6-е месца ў фінале, найлепшы вынік Беларусі на гэтым конкурсе. Класс. Но Нет, на самом деле это правда было, ну, мне кажется, явление. А, 6-е все-таки. И еще я знаю интересный факт, что ему там чуть ли не до сих пор стыдно за петушка, которого он пустил в конце. Безусловно, королева белорусского Евровидения — это наша любимая Ксения Ситник. Нелюбимая. А, Просто Ксения Ситник. Да ладно, уже не надо тут. Дмитрий Колдун — это принц Евровидения белорусский. Everyone is looking for me, waiting on the steady, I know a mystery, are you ready? Які курс даляра быў у 2007 годзе? Курс доллара в 2007 году. Курс, который разбивает нам сердце. Мне кажется, ну что-то из нижнего, 100%. Что-то из 4 вариантов. Во-первых, мы должны вспомнить доденоминационные рубли. Да. У маёй памяці заўсёды курс долара ён недзе ля 2,5. Ну вот, Ці двух. или 1,140, или 2,500. Ну, докладно не 4. Не. Не 4, не 3. Я почти уверен, что нужно было умножать плюс-минус на 2, потому что 2007 год — это примерно эра, когда начались вот эти мобильные телефоны у всех. Я помню, что, ну, типа, они были в баксах, и чтобы понять, сколько стоит мобильник, который ты хочешь, ну, которым ты мечтаешь, нужно было умножить на 2. 2500? Как-то, знаешь, слишком, типа, красиво.
На 2,5. Помнишь, мы постоянно на 2 умножали. А вот этот маленький хвостик, ну фиг с ним, типа. Я вообще не знала такого понятия, что такое курс доллара. Мне было Серьезно? 11 лет, и я помню, что бомбастер был тогда, сухарики. Короче, верхние 2 я точно не рассматриваю, 100%. И мне так подается, что на двоечку. 3000, знаешь, когда стало? После 2010 года. 3. Ну да, я не знаю, но я не Кризис могу. пришел в 8 году. Ну да. Я тебе больше скажу, я завжди в обмінник ходила і просто На доверие. і не бігала доляри, там не чекала, ну, у черзі не стояла. Бытовую техніку так само не біжала. А, нет, так слушай, откуда деньги? Какая бытовая техника? Что вы такое говорите? Вот эти люди, которые бежали сразу бытовой техникой, они меня пугали. Ну, нехай буде 2,140. Я недзе там був. 2,500 гэта пазней. Ти упевнений? Амаль. Ладно, давай смотри, я беру на себя ответственность, вот этот вариант 2,140 беру. Короче, я рискну и скажу 2,140. Давай 2,150. 2007 год пачаўся з курса даляра ў 2140 рублёў, а скончыўся з курсам 2150 рублёў за даляр. Ура! Не падманеш. Беларуса по курсу доллара ніколі не падманеш. Да, правильно? Ну все, класс. Когда-то в моем детстве, ну, возможно, это было до 2007 года, нам с братом тетя дала 10 тысяч белорусских рублей. Мы их типа разделили и брали каждый день по 1 тысяче с собой белорусских рублей. Мне этого хватало на пачку онеги, пекинская утка, либо сметана с пекинская луком. утка, прикинь. И еще баночку спрайта. И это все обходилось мне в 1 тысячу белорусских рублей. А это ни много ни мало сколько? Это 50 цент. Хто атрымаў гран-пры на конкурсе «Славянскі базар»? Наталья Краснянская, Украина. Георгий Колдун, Беларусь. Себастьян Плавинский, Польша. Нушка, Словения. Я не ведаю Никого. нікого, акрамя Георгія Колдуна. Ни разу там Не был. Я тоже. Мог ли Георгий Колдун 2 раза получить в одном году каких-то масштабных европейских фестивалей награды? А? Я вас спрашиваю. Ну, в 7-м годзе ён паехаў на Еўрабачанне, значит, гэта не ён. Я не памятаю, каб Колдун атрымліваў гран-пры славянскага базару. Тым больш, што славянка пазней, пасля Еўрабачання ідзе, і ён бы дакладна ў гэта не впісаўся. Я только колдуна знаю из вариантов, но он не может быть, ну типа не может Георгий, там был не Георгий, там был, он вам не Георгий, там был Дмитрий. Слушай, а может быть он по типа братству прошел? Не, ну это просто будет капец, там колдуны просто, это люди года. Я не знаю. А Беларусі в славянском базаре часто атрымоўвалі гран-пры. Постоянно, Сваі же, да, гран-пры да. атрымоўвалі. Я не памятаю гэтую украінскую дзяўчыну, просто упершыню, напэўна, Краснянск. А Себастьяна Плавінскі. А вось так, яго я памятаю. Ці Плавінскі, ці Нушка. Я, к слову, между Себастьяном и Нушкой. Там нет варианта Ярослав Писаренко. В 2007 году, где я был, это хороший вопрос, к слову. А где ты был 17 лет назад? 17 лет 17 лет назад. Жесть. Давай. Я в Георгія Колдуна брала. Давай, мы берем Георгий Колдун. Давай Нушка. Давай. Давай. Нушка. Мы за Нушку. Наталья Краснянская, наш вариант. Гран-пры фестывалю атрымала Наталья Краснянская. Георгий Колдун і Нушка – першая прэмія. Себастьяну Плавінскаму дасталася трэцяя прэмія. Да? Вау! Ну, на чуечке, да? Почекай, там Георгий Колдун. Ну. А я думала, Дмитрий. Это Георгий. Ну, Это я Георгий. зрозуміла. А, да? Не Дмитрий, я А я про зрозуміла, що- Дмитрия. Нет, я зрозуміла про Георгія. Блін, а я не памятаю. Колдуна, щоб я... Не, дзяўчыну. Але трэба паслухаць. Блин, Георгий, Далей. простите. Последний раз, когда с девочками собирались, слушали песню Жоры Колдуна. У него там по 1000 просмотров. Посмотрите, пожалуйста, его песни. Поддержите человека так само подобайкой. З якім лікам скончыўся адборачны матч чэмпіянату Еўропы Беларусь-Галандыя 21 лістапада 2007 года. О, давай, если ты этого не знаешь. Беларусь-Голландия, 2007 год. Давай паспрабуем успомніць. Это хоккей, я памятаю, калі беларусы выиграли. Памятаешь, это был какой-то, наверное, 5-й год. Не, гэта футбол. Гэта футбол, дакладна. Просто самый прикол, что я помню матч Голландия-Беларусь, но который был не в 2007 году, который был связан с голом легендарного Герасимца. Но в 2007 году он уже не играл. Знаете, я помню какую игру? Батэ, Барселона. Но это был типа 2013 год. И помню весь Минск на всех экранах
в городе, везде включили, люди сидели просто на асфальте смотрели. Кто там был? Там Кутузов играл. думаю, Была, что- кстати, достаточно сильная команда. Это Я был... думаю, здесь должно быть что-то успешное, то есть не 0-3 как минимум. Певно, Глеб гулял. Я памятаю, была некая перамога, такая, ведаеш, неспадзяваная. Ну тогда 2-1. А давай по приколу ответим так, как будто бы Голландия проиграла. А я тады любила глядзець вось татам. Вот и вспоминай. Я за 2-1 За голосую. 2-1? Ну, мне А мне падаецца. чамусьці падаецца, што была некая выпадковая перамога, такая крупная. Типа 3-0? Ну, Ну, гляди, ты больше по футболу шаришь. але я не памятаю гэтага. 2-1, возможно, я бы так. Либо Я 2-2. думаю, либо 2-2, да, вот мне так кажется. Скажем 0-3, а будет 3-0. Ну, это первое, что я подумала, 3-0. Типа, а вдруг? А давай Размечталась. возьмем 3-0. Ну да, давай, просто как, ну, будет патриотично. Да, Все, патриотично. 3-0. 3-0, пожалуйста. У 2008, мне падаецца, галандцаў не было, яны не прайшлі на чэмпіянат Европы. Ну, няхай будзе перамога беларусаў 3-0. Я за 2-1 Тогда да. голосую, но я пойду за Сашей. Кама ножы бумажа? Ну давай. Раз, Камень, два, ножницы, три. бумага. Раз, Раз, два, два, три. Я? 2-1. Всё должно Давай быть- ничейку 2-2 оформим. Ну давай, давай. Ничья была 2-2. Ксения, я у вас не сомневался. Блин. Победили? Они победили. Вот Я реально не видишь, помню этого матча вообще. Молодцы, что сказать. Но мы в вас больше верили. Была хорошая команда в те времена. И я думаю, к слову, там еще был тренер Бернт Штанге. Былі часы, калі песні на Вібенд былі гімнамі Федэрацыі футбола. А, ну это... Тогда это было... Наперед Это белокрылья. был... А песня «Ёсць толькі момант, і нашыя словы», что-то там. Разом летим, разом мы верим на нашей земли под белыми крылами. Хто прадстаўляў Беларусь на конкурсе «Дзіцячае Еўрабачанне 2007». Кто пел этот кролика? волшебный кролик. Нет, его здесь нет, и он пел в 2000 там каком-то, типа 11 может быть. Першай была Воля Ситник. Сацюк, А, Сатюк, потом Ситник. і гэта быў, напэўна, год 5. Оля, 2003. Ты про Сатюк? Да. Ну, я на першая просто. Потом, по-моему, Волчок был. А мне падаецца Сітнік. Сітнік. Ситник, а потом был Волчок, мне подается. Ці ж галко... Не, для Ваўчка нешта ранавата. А ты памятаеш увогуле песню Ягора? Солнце плыве над землёю, спявайте за мною. Давай вспомним, кто что пел. Друзьями нам по пути. Это Лёша пел. Ну, мне Сацюк больш за ўсё падабалася. Танцуй, во-во, Танцуй, ла-ла-ла. Яхай ни об чем не болит голова. Рождается новый день. Это в Ікунец? лучах первого. Да? Ага, все, это ведаю песню. Такой мальчик кучерявенький, Так, худой. я яго памятаю на твар, але не Такой памятаю, был, як вот такой. А, такі актыўны, Да, вельмі. да-да-да. Ой, такі яскравы, галасісты. Один из представленных людей снимается на канале Овощевоз и на канале Подобайка в том числе. Ему, наверное, полегче взять этот вопрос было бы. Мне чамусьці узгадываецца Жыгалковіч. Не, позднее был Жигалкович, Позднее. мне подается так. Мне кажется, Лёша Ниже. был попозже. Лёш, ты, конечно, извини, если я не права. Блин, ну я дагэтуль за Жыгалковіча. Что, снова будем камень-ножницы? Давай. Я Егор Волчок ставлю. Добра. Раз, два, три. Блин, то хочется ответить Лёша Жигалкович, просто потому что он здесь снимается. Ладно, давай тогда сделаем эту пасхалку, отсылку. Давай так, если не Кунец, можешь в меня стукнуть. А мы выбираем Андрей Кунец. Алексей Жыгалковіч быў прадстаўніком ад Беларусі на дзіцячым конкурсе Еўрабачанне 2007 года і стаў яго пераможцам. Ксенія Сітнік таксама была пераможцай конкурсу, але у 2005 годзе. Да? Да, он победил на Евровидении. Я памятаю, як маленькі Жыгалковіч, ён заўсёды часта спяваў Вітаса. Блин, ну Лёша, прости, пожалуйста. Вот такие мы. Вот это мы в 2007-м. Далее. И на взрослом, и на детском. Найвялікшы выйгрыш суперлато ў 2007. Опачки. Ладно, давай, какой твой был самый большой выигрыш? А давай вспомним заставку. Супер, удача, супер, супер. Супер-лото, играй, выигрывай. А помнишь такого рэпера Повар? Нет.
По-моему, это он написал эту песню. Просто помню, что было Супер Лото и Ваше Лото. Да. Ваше Лото это более селянская тема Да, была, там а желтое Супер Лото такое. это такая прям стиль был. Это чувак, Женщина который красивая. в Котелке. вот этом вот котелке. Юля, давай, Супер у Лото тебя- гулялась? Конечно. Я даже что-то Мне бабуля выигрывала. купляла. Реально у нас были времена, когда покупались эти билеты, и мы прям сидели у телека. Да, мы тоже так делали. Что-то зачеркивали. Причем был миф, что в Минске, если купить билет, Да. то больше вероятность Да, выиграть. да, да. Ставьте лайк, если вы знали об этом Да, лайфхаке. И помог ли он вам? Я даже как-то выиграла что-то типа там 100 тысяч. 136 миллионов 760 тысяч плюс квартира. Многовато. Это вообще, простите, сколько денег? 2,150 курс тогда был. Давай сейчас переведем это все в доллары, потому что я эти миллионы уже, не понимаю. Ну, я думаю, там, очевидно, должна быть квартира. Квартира, да, наверное. 150 миллионов это 75 тысяч? Так квартира тогда столько стоила. Типа в Минске с 3 комнатами. Ну, Mercedes A150, он ніби виглядає таким... На 2007 Так, на той час. Ну давай. Давай за Mercedes и 98 миллионов. 101 миллион белорусских рублей. Ну, давай, да. 101 и год. 101. Нам нравится 101. Блин, 136. 101. Найвялікшы выйгрыш суперлато 2007 года выпаў Тимошченко Алану у 107 тыражы і склаў ён 136 мільёнаў 760 тысяч рублёў і кватэру. Мы не глядели суперлото. Гэтую серию мы не глядели. Сколько денег было? Я бы хотел сейчас узнать, Этого как человека. сложилась судьба человека. Я уверен, он потерял амбиции в жизни, если это вы. Пожалуйста, напишите нам в комментариях, как у вас дела. Интересно, есть ли жизнь после выигрыша в Суперлото? Мы спадзяемся пераможца глядзіць канал Падабайка і Так. дагэтуль пералічвае грошы. Хто не выступаў з канцэртам у Мінску ў 2007? Опачки, Кто не выступал? Рамштайн, что скажем, что думаем? 2010 год. Группа «Рамштайн» приехала в Минск. После чего, значит, на них, не то чтобы подали в суд, но типа жалоба от Минского горосполкома, что типа это очень плохая группа, которая очень плохо влияет на людей. И им просто запретили приезжать в Минск, и все. А я вам скажу, что плохо на людей влияет сажать их ни за что. Я как-то говорила с концертной дирекцией, и я спрашивала, почему бы не привезти Рамштайн. А мне сказали, что у нас нет такой площадки в стране, чтобы их привезти. Ты думаешь, они не могли и в 7-м, собственно, нанести визит? А Минск-арен тогда не было, где они выступали. Алло. Ну, я ведаю дакладны адказ. Ну кажи. Рамштайн, яны ўпершыню былі ў 2010 у Мінск-арэне, і гэта была вельмі доўгая эпопея. Мне падаецца, гэта там быў і першы канцэрт вялікі ўвогуле на Мінск-арэне. Тут же кто не выступал. Вот я памятаю, что Рамштайн выступали, а не в 2007, а позднее. А когда? Помнишь? Блин, вот что за Назарет? Назарет. Мне кажется, что я даже видела в афише, сказать, было ли это в 2007 году, и без понятия я в Минск на экскурсии приезжала и смотрела только в Макдональдс. Давай Рамштайн. Давай Рамштайн. Потом Мы напишите, решили, что были Рамштайн, те не были. Альбо я просто загуглю, ну были ж. Так, слушай, давай Рамштайн, нет? Ну, не могли они 7-й, 10-й, и в 10-м опомнился горисполком. В 2010-м они, мне кажется, это был единственный концерт, который они давали в Минске, но я могу ошибаться. Ты не можешь ошибаться, нет. Рамштайн, наш вариант. Гурт Рамштайн выступаў упершыню ў Беларусі ў Мінск-арэне 7 сакавіка 2010 года, а саму арэну адкрылі толькі ў студзені 2010. Віншую, Саша. Молодец, развила тему, потому что я бы подумала, что нас обманывают. Памятаю, что это, так само было здарэнне такое, что прям. Але я памятаю, што паўсюль былі афішы неверагоднага канцэрта Токіо Хотель на стадыёне Дынамо. Тушный монсун, вот это вот. Так, але гэта былі, Фейк, фейкі так. У якім горадзе прайшоў фестываль Дажынкі 2007? Орша, Слуцк, Ваўкавыск, Речица. Ну, глядзі. Речица поздней. Мне падаецца, ці ў Оршы, ці ў Слуцкі, ці ў Ваўкавыску. Ну, Речица докладнее. Я думаю, что Речица была... А чаму? Ну, вот мне падаецца, что Ты была проезжала, да. А, мимо... Так, и это было позднее. Боже, мне кажется, я могла там даже быть.
Я яшчэ у Мінск не прыехала, я ўсе якраз ездзіла са студыяй вакальнай па усялякім такім канцэртам. Шчыра кажучы, Орша каць. гучыць як орша. Трэба успомніць, як выглядаў горад. Аднаўлялі, як даўно яго. То бок дажынкі раўно аднавіць крыху горад. Я помню, что Они это проходили было в Орше, Орше? подожди. Нет, в 2008 были в Орше. Но я помню, что это было прикольное время, когда... Отремонтировали У город. меня вообще было такое ощущение, Центральная что улица. с Пересеру Оршу нахер вообще снесли и построили чуть новый город. Слуцкие поясы, Речицкое пиво, Так. Волковыск, мясокомбинат. Мне кажется, что в Речице было что-то недавно. Слуцк вообще без понятия, что там У происходит. Слуцку все по-людску. Чомусь так речиться, мне хочется. Давай, это в Гомельской области, да? Речица герб погони, я думаю, там не было уже ничего. Там уже все Там уже арестованы. ничего нет. Орша. Орша. Мы выбираем Речицу. Думаешь, Волковыск? Хорошо, Волковыск. 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 Наш ответ. Город красивый очень. Первый раз в Речице нахожу красивую, аккуратную. Речица? Ксения! Уся надія була на тебе, ну. Ура! Хто був у 2007 у Речиці на Дажинках? Что, шашлычок поели? Напишите, из какого вы города и в каком году там были дожинки, и были ли дожинки, и дошли ли. И как изменился ваш город после Как изменилась ваша центральная улица? Якая з гэтых падзей не адбылася ў 2007 годзе? Проезд отменился, короче, когда я поступал. Это был 2012 год. Калі адмянялі льготны праезд. Я памятаю, што калі яго адмянялі, я такі, ну я ўсё роўна ўжо амаль не льготнік. Таму гэта было недзе там. Недзе 7-8. Магчыма, слухай, я таксама памятаю. 101, 102, 103, ну таксама недзе там. Помнишь, 01 был, да. Ну так, 0,1, 100. Так, змянялись. Не, мне падаецца, гэта пазней было чамусьці, вось не ведаю. 3 номера, не знаю. Так, подожди, сейчас еще одна проверочка. Бронза спортивная. была. Бронза была на баскетбольном чемпионате Европы. В той команде была и Екатерина Снытина, и Елена Левченко. И, кстати, по-моему, там и Марченко была, Наталья тоже. Это наша большая баскетболистка и большая личность, я считаю. А вось бібліятэка, я ж таксама А вось спазнілі адкрыццё. бібліятэка, мне падаецца, была ўсё ж таки адкрыта ў 2005 ці 2006 годзе. Помнишь Дённик? Мне кажется, у меня в 3 классе уже был с библиотекой. Так, так. В классе в 5 она у меня уже была нарисована. Возможно, ее еще не было построено, но она была нарисована. Но она уже Это была, был план это был библиотеки, проект. да. И как будто бы остаются экстренные номера. Ну ты давай уже давай. Давай мы выберем смены экстренных номеров. Собирала всей страной на Пачекай, бібліятэку. а бронза на баскетболе? Ну, чаму і не? Баскетбольны чые можа быць у 2007 і тады якраз, я памятаю, была вельмі моцная зборная у нас. Ну давай адкрыццё тады. Адкрыццё бібліятэкі. Я думаю, что отмена льготного проезда. Ну давай, да. Я не могу тут ничего добавить. Нацыянальную бібліятэку сапраўды будавалі ўсёй краінай, а яе ўрачыстае адкрыццё адбылося 16 чэрвеня 2006 года. Меньшую. Алмазик родненький, помни тебя. Напишите, пожалуйста, насколько вы любите, насколько вам нравится такой проект, как Национальная библиотека от 1 до 7 где-то. Вот. не до 10? Ну, нет, до 7. На вуліцы Кальцова я хадзіў у камп'ютарны клуб «Галактика» і там кідаў грошы на бібліятэку. Ну ты малайчына, ты хоць раз карыстаўся бібліятэкай? На жаль, один раз толькі. Чаму усе так мараць вярнуцца ў 2007? Гэта проста пытанне філасофскае. 2007? Я не хочу. Потому что максимально высокий был экономический уровень, максимальный уровень потребительской способности, максимально много людей перестало жить от зарплаты до зарплаты. Такое, ведаеш, гэта час злучэння нейкіх эпох. Калі ўжо 90-е зусім прайшлі, а 10-е зусім не надышлі. Яшчэ не надышлі, так. Так, ну і ў нашым выпадку гэта актыўнае Актыўнае юнацтва, жыццё, так. актыўнае жыццё. Я думаю, что Достаточно- все-таки доллар по 2,40. 140. Люди, это было до такого кризиса 2008 года, когда жизнь была реально, легкая. Ну і так, у музыцы шмат чаго змянялася, з'яўляліся новыя субкультуры. Альтэрнатыўны рок, ён жа не быў такім буйным і папулярным, як дагэтуль. А я ўсё да музыцы люблю, прабачце. Да потому что все было не все так плохо, наверное. А в 2008 как? Так и вот до сих пор.
Напишите ваши воспоминания про 2007 год. Что вы тогда делали, чем вы занимались. Что было крутого, кроме концертов, европейской интеграции, доллара по 240? Дякую великий, було класно. Ставимо подобайку. Было класна, было вельмі прыемна, было вельмі цікава. Абавязкова подписывайтесь на гэты канал, калі ласачка. Будьте з нами і живіть далей. Хопіть уже марыць про 2007, давайте-ка наперед ісці. Ставьте подобайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Это будет нам очень приятно. Узнавайте Беларусь и вспоминайте ее вместе с нами. Пока! Прочь уйди, печаль, прочь уйди, тоска. Сентябрь горит, любимая, все вот это.